Это посягательство на территорию Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Демпартия Таджикистана дала Кыргызстану последние предупреждения. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех событий. Демократическая партия Таджикистана отреагировала на заявление президента Кыргызстана относительно таджикско-кыргызской границы. В распространенном заявлении партии отмечается, что Садыр Жапаров на пресс-конференции высказался о том, что якобы таджикская сторона является причиной задержки решения вопросов на границе, но при этом промолчал о поступках кыргызской стороны. Президент Кыргызстана ничего не сказал о нападениях своих пограничников на Таджикистан, забрасывании камнями таджикских учеников и граждан, одностороннем закрытии границ, а также о бесконечных нападениях кыргызских пограничников на граждан и земли Таджикистана. Это действия кыргызского государства в соответствии с нормами международных отношений расцениваются как давление на другое государство, говорится в заявлении. А вы как к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Демократы называют заявление Жапарова о Мургабе нарушением добрососедских намерений. В предыдущих дебатах историки ответили на этот вопрос, и его повторное появление является основой большой провокации. С политической точки зрения это утверждение является посягательством на территорию Таджикистана, так как с момента образования Таджикистана в качестве автономной республики СССР Мургабский район находится на территории Таджикистана, заявляют демократы. Подчеркивается, что наша страна не претендует на земли соседней страны, в то время как президент Кыргызстана считает незаконным ранее достигнутые договоренности по аренде таджикских земель и считает их кыргызскими землями. Демократы отмечают, что на фоне противоречивых заявлений появляются сообщения об увеличении численности вооруженных сил страны и военнослужащих вблизи таджикской границы, повышении их заработной платы, покупка боевых машин и беспилотников. Можно ли говорить о том, что вот конфликт на границе между странами повторится, и страны хотят быть готовыми к возможному столкновению? Вопрос о том, повторится ли он в такой форме, как он был весной этого года, вопрос остается открытым. Здесь с уверенностью говорить нельзя, и мы все хотели бы, конечно, чтобы такие вещи не происходили. А то, что страны хотят к нему быть готовы, мне кажется, это очевидно. Понятно, что руководство Кыргызстана столкнулось с серьезной проблемой внутриполитического противостояния. Поэтому последние годы, используя рычаги власти на таджикско-кыргызской границе, создали искусственные проблемы и сделали врага из республики Таджикистан. Таким образом, им удалось направить волну народной оппозиции и политических лидеров в сторону врага своей родины – Таджикистана. Другими словами, кыргызское руководство сумело подменить внутриполитические проблемы в сознании кыргызского народа местью, заявляют демократы. По мнению таджикских демократов, нынешняя политика Жапарова очень опасна как для соседних стран, так и для жителей региона и имеет катастрофические последствия, так как ежедневно руководители этой страны повышают уровень угроз, давления и влияния на мнение своего народа против Таджикистана. Мы еще раз призываем президента и политиков соседнего Кыргызстана воздержаться от противоречивых инициатив в эти жестокие времена и принять меры для проведения политики мирного сосуществования по соседству. Война не путь решения, война – это разрушитель народовой нации, говорится в заключении заявления Демпартии Таджикистана. Вы поддерживаете такое заявление? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!